И снова доброе утро, дорогие друзья. В студии Азамат Ашимов, Зара Синаман. Мы рады представить вам нашего гостя. Сегодня мы будем беседовать с известным мультиинструменталистом и вокалистом Абаем Абишевым. Доброе утро. Доброе утро, Абай. Доброе утро. Доброе утро. Абай, расскажите, пожалуйста, с чего начался ваш путь в музыке? Путь музыки начался еще, наверное, с того момента, как я лежал в колыбели. То есть родители, когда некогда было смотреть за мной, просто ставили в то время пластинку оркестра Курмангаза или сейчас уже хотим сказать диск, да, но это пластинка Алибека Днишева или Ермека Серкибаева. Я слушал, лежал, наслаждался музыкой, думал, что кто-то мне напевает, кто-то мной занимается. Наверное, с этого момента зародилась моя любовь к музыке. Итак, вы, получается, с самого детства слушали высокие эталоны музыки? Да, высокий эталон музыки. Ну, кроме того, что у меня отец, хоть и не профессиональный музыкант, он довольно неплохо играет, так скажем, на баяне. Конечно, в детстве обязательно на Новый год он играл новогодние композиции на баяне. Ну, мама у меня поет, сейчас находится на пенсии, но возглавляет ансамбль бабушек Ажелер, ансамбль Акабах. О, как здорово. Да, интересно. Поэтому я думаю, это не просто так все с молоком матери. То есть музыкальная такая творческая семья. Творческая семья, хотя они не профессиональные музыканты, тем не менее наша семья очень любит музыку. Моя младшая сестренка, она владеет фортепиано, владеет хобузом. Абай, я помню ваше выступление на Азия Даусы. Вы играли на сабызга. А какими инструментами вы еще владеете? Ну, во время учебы в училище, музыкальном училище имени Чайковского, я занимался по классу домбра прима. Есть такой инструмент. И в это время у меня был большой интерес к древним казахским инструментам. Это шертер, это сабызга, это сассарнай, это шангобас. И поэтому я с жадностью впитывал вот это наше древнее музыкальное творчество, древнее музыкальное наследие. И одним из инструментов, которых я люблю, на котором я люблю играть, исполнять различные произведения, это сабызга. Поэтому первое мое появление вообще на эстраде было на сабызга. Это была инструментальная композиция Секена Турсбекова. Есть очень популярный, заслуженный артист Республики Казахстан Секен Турсбеков. Его произведение «Балауса». До этого я это произведение исполнял в сопровождении в акустическом, то есть в сопровождении фольклорного ансамбля. Но в один прекрасный день я захотел это вынести на большую сцену, на эстрадную сцену. И аранжировку сделал Сейфуллин Жолбарыс. И когда я сделал эту интерпретацию, эстрадную интерпретацию этого произведения, то все были приятно удивлены. И первое предложение поступило от дирекции Азия Даусы, в частности от Александра Сергеевича Пономарева, выступить не только на Азия Даусы, и на Жасканат, и на Азия Даусы, на первой спартакиаде Казахстана, и днях Астаны в Москве. Очень много таких больших культурно-массовых мероприятиях. Этот номер, это произведение использовалось как открывашка, так скажем, да, как первый номер, как интро-номер. И по сей день эта мелодия звучит, всем известно. Сабызга очень сложный ведь инструмент. Да, сложно в том отношении, что так посмотреть, это не флейта. Флейта, вы знаете, это доработанный, усовершенствованный инструмент, а сабызга, он идет в том виде, в котором его создали наши предки. Ну, это инструмент, который общий для наших предков, то есть для тюрков. Это такой же инструмент есть и у башкир, у татар, есть у киргизов, у наших родственных народов этот инструмент присутствует. И некоторые моменты на нем присутствуют в том смысле, что некоторые звуки надо брать передуванием, надо дотягивать. Да, вот. Нет клапанов на сабызга, чтобы... Очень сложная техника, да? Да, то, что называем музыканты ровно темперированный строй. Поэтому там и свои хитрости есть в исполнении. Абай, вы сейчас перечислили древние казахские инструменты. Насколько они вообще вот у нас популярны среди наших зрителей, среди вообще казахстанцев? И как вообще можно популяризировать вот эти вот инструменты? У нас очень богатая музыкальная культура, поэтому их популяризировать только через масс-медиа, то есть через радио, через телевидение. В какой-то мере вы способствуете этому. Ну, еще есть у нас сейчас тенденция, и есть у нас молодежь, которая занимается этим, которая это выносит на большую публику, на большую сцену. Очень много сейчас этно-коллективов, которые именно планомерно занимаются продвижением этих инструментов. Конечно же, это очень приятно. Да, что не может не радовать. Да, в то время, когда я играл на сабызга, это в 1999-2000 году, на большой сцене
Ну, на домбре только Аслбек Несипов играл на тот момент. И Агрикет Ажибаев на хлопопасе. А сейчас уже хорошая тенденция по развитию. То есть набирает популярность, да. Ну, вот от инструментальной музыки давайте перейдем к вокальной музыке. Я знаю, что вы очень долго занимались, учились и плавно перешли в оперное искусство, в эстрадное искусство. Ну, громко заявлять, что я оперный певец, я не могу, поскольку я не работаю в оперном театре. Более скажем, что я более предпочитаю классический вокал, это, наверное, будет правильным. Ну и эстрадный вокал тоже мне очень нравится. Но вы сами знаете, через эстраду популяризируется, ну, во всем мире сейчас звезды популяризируют классическую музыку. То есть эстрада — это очень хороший способ продвинуть, довести до широких масс высокую культуру. У меня в репертуаре есть и песни современных композиторов, произведения. То есть я, опять же, люблю и уважаю наших отечественных композиторов. Это Ескендер Хасангалиев, это Нургис Атлендиев, Шамши Халдаяхов, мой друг Сейфуллин Жолбарыс, Біржан Хасангалиев. Конечно же, я исполняю их песенные произведения. И, ну, конечно же, преследую определенную цель в том смысле, что все-таки должно быть качество в музыкальном отношении, в эстетическом отношении. Несколько лет назад вышел ваш клип, замечательный клип на песню «Влюбленный солдат». Это было очень креативно, очень интересно. То есть подача всем известной классической песни, но в такой новой обработке. То есть как пришла идея исполнить именно эту композицию и подать ее вот так сочно, вкусно, по-итальянски? Ну, вообще, эту песню я исполнял, когда участвовал в качестве конкурсанта на конкурсе, республиканском конкурсе молодых исполнителей «Жас Ханат». И в то время я уже заметил, что эта песня очень хорошо воспринимается публикой, а публика ее любит. И, ну, получается, спустя много-много-много лет я пришел к мысли, что надо снять видеоряд, но видеоряд он должен быть какой-то нестандартный. То есть идея снять такой клип, отойти от темы солдата, ну, по содержанию там влюбленный солдат влюбляется в девушку и утверждает, что это моя первая и последняя любовь. Но мы отошли от этой догмы и чуть-чуть сдвинули на итальянскую, неаполитанскую тему. И как раз в это время я побывал в одном из итальянских ресторанов, и сразу зародилась идея снять именно в этом итальянском ресторане видеоряд на песню влюбленного солдата. Абай, насколько мы знаем, что сейчас вы находитесь в таком вот предвкушении, очень скоро состоится ваш первый сольный концерт, буквально 16 июня. Расскажите, пожалуйста, как шла подготовка к этому мероприятию? Ну, подготовка, я думаю, шла очень долго, потому что на этом концерте прозвучит репертуар, который я достаточно долго готовил. Но, с другой стороны, это репертуар, который проверенный, отсеянный, там нет случайных произведений. Там произведения, которые понравились в свое время публике, которые понравятся, я надеюсь. И отличительной чертой этого концерта является то, что на этом концерте не будет звучать одножанровая музыка. То есть здесь прозвучит и народная музыка наша, и ретро-музыка, и песни советских композиторов, казахстанских композиторов, и инструментальные композиции. Ну и еще одно, то, что там будут звучать звездные дуэты. О, расскажите, пожалуйста, да, подробнее. То есть это получается коктейль из разных жанров, да? Жанр. Поэтому, я думаю, это будет интересно и старшему поколению, и среднему, и, конечно же, молодежи. То есть каждый на этом концерте найдет что-то, да, что-то интересное для себя. Музыку, да. Говоря о звездных дуэтах, с кем вы будете исполнять композиции? Ну, я такой раскрою несколько дуэтов. Это Нурлан Абдуллин, известный, Медеу Армбаев, Сейфуллин Жолбарыс, Хасангалиева и Біржан Ескендер Ага. И Роза Куанышевна. Ну, и Роза Куанышевна. Рымбаева. Хотел оставить в секрете, но... Вы исполняете и классические произведения, и в то же время эстрадную, попсу, так сказать. А как вы концентрируетесь, как вы готовитесь? Потому что это разные жанры, это разное настроение. Как происходит перестройка, да, это разный характер. Жанра. Я просто в такие моменты я вспоминаю Муслима Магомаева. Вы знаете, это был очень большой мастер, который пел и классику, и эстраду. Вот как он трансформировался. Конечно же,
я не скажу, что я совершенен, я работаю над собой. И вообще певец должен, я думаю, считаю, до конца своих дней работать над собой, как мне сказала Бибигуль Ахметовна. Как-то я сказал: Бибигуль Ахметовна, мне не нравится мой голос. Ну, голубчик, так и должно быть. Когда тебе понравится твой голос, ты перестаешь работать над собой, сказала она. И поэтому это постоянно искать себя в вокале, постоянно работать над собой, постоянно слушать снаружи, то есть извне, то есть записи свои слушать и оценивать, насколько ты вырос или не вырос, насколько ты более профессионально стал относиться. Вот, например, послушать то, что я пел 10 лет назад и сейчас, это уже тоже какая-то динамика. Абай, вы такой очень целеустремленный человек, вы весь в творчестве, в творческом процессе постоянно находитесь. После концерта вы дадите себе какой-то период для отдыха или сразу же снова включитесь в какую-то новую работу? Ну, я вам скажу, я вот сейчас еще не дал концерт, идет подготовка к концерту моему. Но уже мне поступают звонки, сообщения, на социальные сети пишут, когда будет в Астане концерт. Поэтому, если, даст Бог, все будет нормально, я думаю, почему бы нет? Столица нашей Родины. Ну, и там, как говорится, не за горами гастроли по всему Казахстану, по всей стране. Ну, по Казахстану, я не скрою, у меня были гастроли, очень хорошие, успешные гастроли. У меня есть свой зритель, у меня есть свой слушатель. В каждом регионе есть своя категория людей, которым нравится именно моя музыка. Это прекрасно. И что в завершении нашей беседы вы могли бы пожелать зрителям телеканала «Билим Женя Мадинет» этим замечательным июньским утром? Ну, конечно же, процветание такому замечательному каналу, который пропагандирует высокую музыкальную культуру. И, конечно же, зрителям желаю здоровья, чтобы этим летом хорошо отдохнули, набрали сил и были всегда в прекрасном настроении. Абай, спасибо огромное. Мы желаем вам с большое. Азаматом новых высот в творчестве, чтобы ваш концерт прошел великолепно, ну, как и всегда, с аншлагами. Новых песен, спасибо. Хорошего настроения, доброго утра. Пользуясь случаем, приглашаю на концерт. Спасибо, обязательно успехов. увидимся на концерте. Спасибо. Напоминаем, что сегодня гостем программы «Кайл Тан» был Абай Абишев, известный мультиинструменталист и певец. Ну а с вами это утро были Зара Есенаман и Азамат Ашимов. Мы с вами не прощаемся, а говорим до новых скорых встреч. Увидимся на телеканале «Билим Женя Мадинет». До свидания. До свидания.